А вот на тему, как обезопасить себя в жару, мы поговорим с экспертом в студии. Тимур, у нас есть гость. Это Ержан Борамбаевич. Благодарим, что вы сегодня с нами. Исполняющий обязанности заместителя председателя правления Национального координационного центра экстренной медицины Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Действительно, проблема есть. Не только, мы как раз проговорили про Актубе, не только в Актубе эта ситуация, повсеместно в Казахстане, аномальная жара. И у нас в связи с этим есть вопросы, как раз для наших телезрителей, это будет полезно узнать. Не только в регионе Актубе, и в западном Казахстане сейчас аномальная жара повсеместно. Бригада скорой помощи работает в усиленном режиме. Может быть, есть какие-то специальные инструкции, тот же самый протокол, как нужно действовать в жару? Для бригад скорой помощи? Да. Ага, добрый день. Хотел бы сказать, что да, действительно сейчас идет аномальная жара. Эта тенденция сохраняется во всем мире. Казахстан в стороне не остался. Вы видите, что, допустим, вот в прошлом году в Западном Казахстане 45,5 было, то есть это абсолютный рекорд. И здесь хотел сказать, что тепловое воздействие на человека, она претерпевает как бы две такие стадии. Это вначале идет как солнечный удар, о котором мы все знаем. И идет тепловой удар. Ну вот солнечный удар, вкратце, что можно сказать, это происходит, когда у человека начинает болеть голова, появляется потливость, сердцебиение, учащенный пульс, при этом он чувствует в себе общая слабость, недомогание. Вот это первые симптомы, когда, в принципе, человеку можно помочь в бытовых условиях, то есть дать ему холодного питья, перемести его в более прохладное пространство. Ни в коем случае нельзя его холодную воду, там, в ванну или в бассейн куда-то окунать, просто дать попить. Если ко всему, к этим вышеперечисленным симптомам еще добавляется повышенная температура, выше 39, то это уже тепловой удар. Он протекает более серьезно, то есть может произойти нарушение сознания, судороги, вплоть до остановки сердечно-дыхательной деятельности. В этом случае необходимо вызывать 103. До приезда скорой помощи надо, если он находится где-то на солнце, переместить его в тень, максимально сделать доступ к его воздушным путям, дыхательным путям. Если он в сознании, дать чуть-чуть ему воды попить. Если у него рвотные массы, то есть постараться очистить, перевести его на бок. Если произошла остановка дыхания и серьезной реанимации, то надо приступать к движениям и базовым так называемым мероприятиям реанимации. Да. Ержан Борамбаевич, если вкратце, топ-3 лайфхака, топ-3 способа обезопасить себя в жару нужно? Нужно первое, это, во-первых, иметь хорошую, так скажем, одежду светлых тонов, которая состоит из натуральных тканей, в частности хлопок, проветриваемая. Мы все-таки светская страна, здесь в чапанах ходить смысла нету, это однозначно. Второе, это поменьше избегать нахождения на открытом солнце, плюс если вы находитесь на открытом солнце, то поменьше движения, то есть энергозатратные вещи. И третий момент — это выпивать воду больше 2 литров, 2-2,5 литра. Вот эти основные топ-мероприятия. Если человеку внезапно стало плохо, это вы назвали методы профилактических способов. Вот, допустим, со мной рядом есть человек, он никогда не болел, нет никаких предрасположенностей к хроническим заболеваниям, либо у меня, допустим, нет этих недугов, но внезапно стало плохо, я понимаю, что симптомы схожи, тепловой удар, либо солнечный удар. Что мне нужно сделать? Вызвать сразу скорую помощь или не обязательно вызывать даже скорую помощь, можно себе самому помочь или человеку, которому стало плохо? В общем, я хочу на этот вопрос ответить так, что тепловой удар — это в первую степень страдают люди, у которых есть хронические заболевания. В первую очередь. То есть здоровые люди, мы же все выезжаем на отдыхе санаторно-курортный, там же не видно, что кто-то получил удар, потому что все-таки более-менее здоровые выезжают. Здесь хотел сказать, что вот именно коварство в том, что люди страдают те, у которых есть букет хронических заболеваний. В первую очередь это артериальная гипертензия, это сахарный диабет, это болезни легких. То есть они подвержены, и у них чаще всего это и произойдет. Плюс дети и пожилые люди. Ввиду того, что у детей еще не сформирован тепловой обмен, они чаще всего получают и взрослые люди.
А у здоровых людей, о которых вы говорите, если вдруг возникнут вот эти симптомы, в первую очередь, если температура не повысилась, нарушений сознания нету, то можно своими методами, то есть перенести его в темное Тенек. пространство, дать ему попить. Если к этому присоединилось нарушение сознания, судороги, плюс повышение температуры 39, незамедлительно надо вызывать 103. Вы как раз-таки затронули тему теплового режима у детей. Из-за жары население все больше тянется к водоемам, массовое скопление на пляжах. Да? Детям полезно ли загорать вообще на такой жаре? У детей, понимаете, сейчас на первое место вышло не сколько на пляжу. Очень часто бывает, что детей закрывают в машинах, и вот они получают тепловой удар. То есть это категорически нельзя возить ребенка куда-то в магазин, думая, что я там забегу на 5 минут, оставив ребенка, потом получаются вот такие нехорошие, так скажем, тенденции. Если с ребенком вы пошли на пляж, то обязательно у него должен быть головной убор. Второй момент, обязательно надо пользоваться кремами от загара. И третий момент, хорошо пить воду. И в-четвертых, он должен постоянно находиться в вашей зрительной доступности, чтобы ничего с ним не произошло. Ержан Бурамбаевич, я так понимаю, вы не состоите в списке группы риска, но в солнечную аномальную жару, как вы себя выручаете? Как можно обезопасить здоровому человеку себя от жары? Ну, все-таки, смотрите, сейчас, слава богу, 21 век, то есть надо ездить на машине, у которой есть кондиционер, да? Это первый такой момент. Второй момент, об одежде я уже сказал. Третий момент, это пить воду, желательно не газированную, простую воду. В-третьих, самое главное, это поменьше движений. И в-четвертых, надо больше находиться в тех помещениях, где у нас имеется кондиционер, где есть комфортная температура. А если, конечно, люди занимаются физическим трудом, допустим, вот те же рабочие, которые озеленение, рабочие, вот, которые дорожные, то там необходимо иметь вот эту, опять же, робу, которая проветривается. И второй момент, делать большие передышки в тени и пить побольше воды. Ну, к сожалению, не у всех есть такая возможность, такие комфортабельные условия, поэтому, наверное, вспомним про зонтики. Зонтики, эти платки влажные, мокрые на шею, помогают они действительно или нет? Ну, сейчас новые, тогда же есть апгрейды, да, то есть воротники с вентилятором, есть шапки с вентилятором, пожалуйста, пожалуйста. Действительно, все это есть, поэтому если нет возможности ездить в машине с кондиционером, то хотя бы купите козырек с вентилятором. Благодарим за информацию. Это был Ержан Адельбеков, исполняющий обязанности заместителя председателя правления Национального координационного центра экстренной медицины Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Благодарим за информацию. Спасибо.